Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Самые разрушительные за полвека сели обрушились на заполненный туристами иссык-кульский курорт Чолпон-Ата. Город оказался абсолютно не готов к разгулу стихии. Произошло в мгновение ока. Вода полилась отовсюду. Россия де-факто начала новую воздушную кампанию в Сирии. Интенсивность и тяжесть авиаудара возросла. Военные заявляют, что на этот раз атакуют исключительно объекты ИГИЛ. Однако информация с мест иная. Они просто сравняли рынок с землей. Тела погибших разорваны на части. Как выживают в кризис казахстанские таксисты-одиночки в конкуренции с крупными компаниями? Салфетки и минеральная вода в салоне против Бентли по цене «Жигулей». И даже, например, эти конфеты, они даже кому-то и приятное составляют, он даже нервы свои успокаивает в этом процессе. Мощный взрыв на востоке Турции, 3 погибших и уже больше 170 раненых. Заминированный автомобиль взорвался у полицейского участка на оживленной площади города Эль-Азыг. Власти обвиняют курдских повстанцев. 25 лет августовскому путчу в Москве, после которого распался СССР. Все памятные мероприятия и митинги в центре российской столицы в этом году запрещены. Между тем, Центральная избирательная комиссия реабилитировала Сталина, а сталинисты оскверняют памятники репрессированным. Россия де-факто начала новую воздушную кампанию в Сирии. За последние несколько дней интенсивность и мощность авиаударов резко возросли. Это произошло после паузы в несколько недель, которую отметили западные военные эксперты. Вывод об усилении воздушных атак можно сделать, исходя из видеокадров, которые ежедневно выкладывает Российское Министерство обороны. Вы видите свежие кадры, снятые с борта российского бомбардировщика Су-31, который наносит мощнейший авиаудар по позициям ИГИЛ в окрестностях окруженного боевиками сирийского города Дейр-эз-Зор. Фактически в ежедневном режиме этот город бомбит и стратегическая авиация России, взлетая с аэродрома Хамадан в Иране. Бомбежки ИГИЛ в последние сутки осуществляются в режиме нон-стоп. Российский генштаб ежедневно сообщает о сотнях убитых боевиков, уничтоженной техники и складов боеприпасов. Между тем, несмотря на заявления российских военных о том, что они наносят удары только по позициям ИГИЛ и других террористических организаций, из многих сирийских городов также ежедневно поступает информация о возросшей интенсивности авиаударов по жилым кварталам. В частности, непрерывной бомбардировке подвергается город Идлиб, в котором, по мнению Amnesty International, Россия применяет запрещенные зажигательные и кассетные боеприпасы. Это видеоагентство «Рейтер» последствий авиаударов по одной из торговых улиц Идлиба. Сообщается о десятках погибших гражданских лиц. Почти все, кто пережил этот удар, утверждают, что бомбы сбрасывает именно российская авиация, хотя точных данных об этом нет. Военные самолеты нанесли 3 удара по рынку в Идлибе. Почти 50 человек убиты, около 100 ранены. Они просто сравняли рынок с землей. Тела погибших разорваны на части. Усилились и ночные бомбардировки в восточной части Алеппо, которые контролируют разные группировки боевиков. Удары именно в ночное время, как заявляют международные правозащитные организации, работающие в Алеппо, приводят к максимальному количеству жертв среди гражданского населения. Это кадры «Рейтер», на которых выживший после авиаудара сирийский мальчик. Как вы видите, он контужен и весь в крови. Как сообщают спасатели, мальчик по имени Умран, судя по всему, лишился глаза. Также сообщается, что его семья осталась под завалами. Мировые телеканалы уже назвали Умрана символом битвы за Алеппо. Тем временем российские телеканалы заявляют, что наряду с бомбежками российская авиация сбрасывает на парашютах в сирийские города контейнеры с гуманитарной помощью, в которых есть все необходимое – от муки и конфет до предметов личной гигиены и моющих средств. В
самый разгар курортного сезона на озере Иссык-Куль на прибрежный город Чолпон-Ата обрушился сильнейший за последние 30 лет сель. После непродолжительного, но очень сильного ливня кафе, магазины и отели в центре курорта затопило тоннами воды и грязи. Однако оказалось, что дело не только в аномальных осадках, но и в халатности местных властей. В курортной зоне, которую ежегодно посещают сотни тысяч туристов, не предусмотрено наличие простой дренажной системы. Репортаж с места события. В одну сплошную реку центральная дорога Чолпон-Аты превратилась за несколько минут. Таких паводков на берегу Иссык-Куля не было последние 30 лет. Тонны грязи и воды обрушились на город после сильного ливня. Все произошло в мгновение ока. Вода полилась отовсюду. Мы успели только выключить свет и газ и вывести рабочих. Поплыли морозильники с продуктами, стулья, огромные 100-литровые газовые баллоны. Все продукты теперь непригодны. В туалете застряла наша невестка. Мы долго не могли открыть дверь. Это был стресс для нас. К стихии курортная зона оказалась не готова. В городе, куда каждый год приезжают сотни тысяч туристов, не оказалось ни одной водонасосной помпы. Грязь и воду из отелей, кафе и магазинов люди выгребали тазиками и лопатами. Смотрите, какой ущерб. Там еще у нас есть магазин. Товар там уже не пригоден. Подвал вообще полон воды. А во всей Чолпон-Ате оказалось нет насосного оборудования. Мы позвали детей и теперь руками собираем эту грязь. Были бы машины специальные, подвалы очистили бы в 2 счета. Больше всех пострадали те, кто живут в верховьях города. У иссык-кульцев с огородов смыло не только урожай, но и скотину. В считанные секунды со двора Урум Мамаевой вода унесла 2 овец. Затопило все дома, унесло наши вещи. Я живу одна. Во дворе у нас на привязи стояли 2 барана. Вышла, их нету, кошмар. Было немного дров, даже их смыло. Конечно, все можно купить. Но главное, чтобы люди были живы и здоровы. Сообщений о человеческих жертвах во время паводка не было. Материальный ущерб от стихии все еще подсчитывается. Огромных потерь, по мнению местных жителей, все же можно было избежать, если бы в городе проложили отводные арыки. Эта проблема существует уже 4 года. Мы писали письма в МЧС, но там каждый раз говорят, что рытье арыков заложено в план следующего года. Последний раз уровень реки, которая затопила город, поднимался так высоко в 1979 году. Все потому, что река проходит прямо в центре города. Кто теперь компенсирует наши потери, непонятно, но урон нанесен огромный. Проложить дренажную систему местные власти обещают в следующем году, хотя меньше чем через месяц в Чолпон-Ате пройдут Всемирные игры кочевников. А сентябрь, предупреждают чиновники, будет дождливым. Джубек Бегалиева, Асин Матамбеков, Иссык-Кульская область, Кыргызстан. Посольство США в Таджикистане передало Главному управлению пограничных войск республики военную технику и коммуникационное оборудование на сумму $12 миллионов. Как заявили американские дипломаты, безвозмездная помощь была передана Таджикистану для повышения эффективности охраны госграницы с Афганистаном, протяженность которой составляет порядка 1344 километров. У нас на связи наш корреспондент Анушервон Арипов, который присутствует на передаче техники. Анушервон, здравствуйте. Как отреагировали таджикские пограничники на щедрый подарок американцев? Здравствуйте, Динара. Сейчас мы находимся в войсковой части пограничных войск Республики Таджикистан. Здесь посольство США передало оборудование стоимостью в $12 миллионов таджикским пограничникам. $3 миллиона – это 50 специальных автомобилей, созданных для защиты границы. То есть они оборудованы специальной техникой. $9 миллионов – это коммуникационное оборудование, системы спутниковой связи, навигационные системы, а также радиостанции. Например, радиостанции способны охватить территорию в 160 километров. Передача данного оборудования профинансирована программой по борьбе с наркотиками Центрального командования США «Центком». Впервые при передаче оборудования присутствовали высокопоставленные таджикские чиновники, такие как глава Государственного комитета национальной безопасности Саймумин Етимов и помощник президента страны по вопросам национальной безопасности Шерали Хайрулоев, что говорит о важности данного события. That we can use this opportunity in the interests of security Republic of Tajikistan. Я уверен, что мы сможем использовать эту возможность для защиты интересов и обеспечения безопасности Республики Таджикистан. И благодаря этому сотрудничеству наши возможности будут шире, и мы станем более эффективными. Я обещаю, что наши солдаты, наши офицеры и руководство ГКНБ будет использовать эту технику, чтобы улучшить охрану на этом направлении. These techniques in order to improve
I'm opportunity in this direction. США создали в Таджикистане современную систему связи, связавшую все правоохранительные органы, что добавило оперативности и дало результаты в борьбе с организованными преступными группировками. Эта помощь по объему и по денежному эквиваленту самая крупная за последнее время. И стороны выразили уверенность, что сотрудничество в области поддержки и охраны государственной границы Таджикистана будет продолжено. Мы полны надежды, что это оборудование в руках агентств, занимающихся охраной границы, поможет им быстро реагировать на нелегальное пересечение границы, пресекать наркотрафик и положит конец использованию этих денег в финансировании терроризма по всему миру. За последние 10 лет таджикской стороне по программе Центком было передано оборудование на сумму более чем 150 миллионов американских долларов. Вся эта техника должна послужить большей защищенности таджикско-афганской границы. Динара. Спасибо, Анушервон. В Алма-Ате практически одновременно на рынке такси появились сразу несколько международных компаний, которые предлагают машины премиум-класса по самой низкой рыночной цене. С ними пытаются конкурировать частные извозчики, которые вынуждены придумывать особые условия для клиентов. О жесткой конкуренции таксистов в самом большом городе Казахстана в условиях кризиса Дмитрий Беляков. Алло, слушаю вас. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Вот я прочитала в интернете о вас. Да, вот. Хочу заказать на 21 число воскресенья. Телефон алматинского таксиста Берикхана Ахметова не умолкает ни на минуту. Сегодня 60-летнего водителя можно назвать самым популярным частным извозчиком в мегаполисе. Берикхан рассказывает, что вся его жизнь связана с рулем. Он служил в автобате, работал автобусником, дальнобойщиком, последние 15 лет возит корпоративных клиентов и подрабатывает частным извозом. У Берикхана есть свои секреты мастерства, и один из них – индивидуальный подход к каждому клиенту. Я им говорю, какая вас сумма устраивает, совпадет у нас или нет, потому что сейчас же надо обращать внимание на все, потому что кто-то в состоянии за такую сумму доехать, кто-то за меньшую, поэтому спрашиваешь. Чистый, свежий автомобиль с кондиционером, гладко выбритый и аккуратный водитель, доброжелательность и улыбка – это то, что выгодно отличает Берикхана от многих его коллег по частному извозу. Однако ноу-хау алматинца – своеобразный набор предметов первой необходимости – минеральная вода, салфетки, жевательная резинка и конфетки в хрустальной вазочке. Как говорит сам Берикхан, затраты минимальные, а в прибыль себе он записывает отличное настроение пассажиров и их удивленные взгляды. Добра желать людям, когда человек тебе доброго пути, приятной работы пожелает. У тебя даже настроение и нервы, никаких нервов. Какие могут быть нервы? И даже, например, эти конфеты, они даже кому-то и приятное составляют. Он даже нервы свои успокаивает в этом отношении. Настоящую популярность алматинскому водителю принес пост одной из его благодарных пассажирок в Фейсбуке. Дарья Стрекозова вместе со своей мамой ловили попутку, и их водителем оказался Берикхан. Всего за 3 дня пост Дарьи о необыкновенном таксисте набрал более 5000 репостов, вошел в топ-25 публикаций в живом журнале и отметился на десятках развлекательных и информационных сайтов. Когда он озвучил, я называю это своей миссией, да, что он хочет удивлять людей и делает все, что может. Вот этот момент, когда там в груди у меня все сжалось, я поняла, что этот человек делает нечто необычное. Я просто об этом рассказала. Это не было чем-то профессиональным или желанием прорекламировать Берика или услуги такси в Алмате. Незнание города, грязная машина, громкая музыка и хамство водителя – вот топ раздражающих факторов в частном извозе, по мнению алматинки Евгении Сазоновой. Такси она пользуется регулярно, и чаще всего ей приходится делать выбор в пользу ловли попутки на обочине. Заказ такси из автопарка дороже и не дает стопроцентной гарантии того, что машина приедет строго в необходимое время. Надежды Евгении на недавно запущенные в Казахстане мобильные приложения по вызову такси пока также не оправдались. Вот видишь? Вошедшие недавно на алматинский рынок извоза крупные международные компании такси проводят активную рекламную кампанию. Они пытаются привлечь клиентов невероятно низкими стартовыми ценами или делают упор на то, что алматинцы любят покрасоваться и запускают на линию такси машины премиум-класса. Однако Бентли и Геленвагенов на всех желающих явно не хватает. Когда ты открываешь приложение, написано, например,
В городе работают 83 машины. 83 машины на 2 миллиона населения. Ну, это смешно. И, естественно, я не понимаю, зачем покупать там мега-дорогие машины. Вы купите лучше не 10 Гелендвагенов, а 100 каких-то, обычных машин, которые смогут хоть как-то заполнить это пространство. А мне никогда не везло. Я ни разу в итоге не дождалась ни тех, ни тех. В социальных сетях периодически появляются записи восторженных алматинцев, которым удалось проехать на дорогой машине всего за 30 американских центов за километр. Не меньше, правда, и тех, кто вызывал такси в ожидании Мерседеса С-класса, а к нему приехала Toyota Corolla. Частные таксисты, как, кстати, и герой нашего репортажа, считают рекламную акцию с машинами премиум-класса очень дорогой и краткосрочной. Вы знаете, на мой взгляд, это, я не знаю, это неправдоподобно. Геленваген идет и написано от 100 тенге. От 100 тенге. Потому что он, занимаясь извозом от 100 тенге, как у него там объем такой, он, получается, видно, заинтересован кто-то в этом, потому что если от 100 тенге, значит, ему платят зарплату, а кому-то, не знаю, милосердие, наверное. Пока представители крупных компаний такси соревнуются друг с другом в комфорте пассажира, престижности авто, реализуют безналичный расчет или заказы через мобильные приложения, алматинцы по-прежнему пользуются менее приятным, но наиболее быстрым способом – ловлей попутки на берегу. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Далее в программе. Мощный взрыв на востоке Турции, 3 погибших и уже больше 170 раненых. Заминированный автомобиль взорвался у полицейского участка на оживленной площади города Элязыг. Власти обвиняют курдских повстанцев. 25 лет августовскому путчу в Москве, после которого распался СССР. Все памятные мероприятия и митинги в центре российской столицы в этом году запрещены. Между тем, Центральная избирательная комиссия реабилитировала Сталина, а сталинисты оскверняют памятники репрессированным. Новый теракт в Турции. Взрыв прогремел в городе Элязыг. Известно о 3 погибших, а число раненых уже превысило 170 человек, и с каждым часом эта цифра растет. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группировка. Эти кадры сделаны одним из очевидцев сразу после взрыва возле полицейского участка в городе Элязыг на востоке Турции. Он прогремел чуть позже 9 утра. Как раз в это время обычно приезжают на работу многие сотрудники правоохранительных органов. Известно о 3 погибших, раненых, по последним данным, до 170. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отменил все планы и направляется в пострадавший от взрыва город. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группировка. Однако министр обороны Турции уже заявил, что нападение организовала запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана. В четверг днем еще один взрыв прогремел на юго-востоке Турции, в провинции Битлис. На придорожной бомбе подорвалась военная машина. 3 солдат погибли, 6 получили ранения. Подробностей пока нет. А в среду вечером заминированная машина взорвалась в провинции Ван на востоке Турции, недалеко от границы с Ираном. Целью атаки, по данным властей, был полицейский участок. Он также служил в качестве казармы. В результате погибли 3 человека, около 40 пострадали. Сегодня исполняется 25 лет августовскому путчу в Москве, после которого с карты мира исчез Советский Союз. Тогда Борису Ельцину и сотням тысяч безоружных москвичей удалось одержать победу над мятежниками из самопровозглашенного Государственного комитета по чрезвычайному положению, или, как он назывался тогда, ГКЧП. На его стороне были все советские вооруженные силы. Вот как это было. Объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета.
И сегодня, в день 25-летия попытки госпереворота в СССР, российские власти запретили почти все памятные мероприятия в центре Москвы и у Белого дома, где традиционно собирались его защитники, и в туннеле, где под колесами танков погибло 3 человек, и многие другие демократические митинги. Московские власти даже решили не отмечать День российского флага, который стал символом августовской революции. Тем временем Центр избирком России де-факто реабилитировал Иосифа Сталина, разрешив политическим партиям использовать его образы и изображения в позитивном контексте во время избирательных кампаний, в том числе и на выборах в Государственную Думу. Одновременно с фактической реабилитацией Сталина его поклонники развязали целую кампанию по осквернению памяти жертв сталинских политических репрессий. Последний случай вандализма произошел в подмосковном Боровске, где вандалы закрасили портреты десятков репрессированных жителей города и портрет самого известного политзаключенного СССР писателя Александра Солженицына. Между тем, Россия переживает новую волну иммиграции. По данным американского аналитического агентства «Стратфорд», в 2015 году из России уехало более 350 тысяч человек. Это в 10 раз больше, чем всего 5 лет назад. Кто и почему и зачем покидают Россию сегодня, выясняли наши корреспонденты. Наталья, филолог по образованию, более 10 лет работает в туристическом бизнесе. Признается, что мысли об эмиграции посещали их с мужем давно, как раз во время заграничных поездок. Но тогда это были лишь абстрактные мечты. Сегодня же Наташа всерьез собирается уехать из России. К этому подвели определенные события, когда у нас в Крыму появились зеленые человечки и техника без номеров. Для меня как-то это было как вот озарение свыше, я поняла, что все. И тогда семья Клыниных занялась поиском страны для переезда. Выбор пал на Канаду, и начался длительный процесс подготовки. Не пугали ни огромный объем информации в интернете, ни языковые тесты, ни неизвестность. Наталья осознала, что в той новой стране, в которую превращается Россия, для нее и 2 ее детей перспектив нет. При этом она понимает, что в Канаде ее никто особенно не ждет. Не то, что там я какие-то золотые горы хочу, вот там сидеть на велфере, там не работать. Нет, я хочу заниматься всем тем же, чем здесь, работать, там, спортом заниматься, отдыхать с семьей, но только быть поставлены в немножко другие условия. 2 года назад Антон уехал в Израиль по программе репатриации. Сейчас он вернулся в Саратов навестить родственников. Даже на каникулах он не расстается со своим орудием труда. Антон известный в городе фотограф. Сам себя он называет экономическим мигрантом. После скачка доллара я понял, что буду зарабатывать в 2 раза меньше, чем нужно, а технику приходится покупать в долларах все равно в итоге. И я подумал, это отличное время попробовать себя в новом месте. Путь Антона к эмиграции не такой долгий, как у Натальи. Да и российское законодательство предполагает возможность двойного гражданства с Израилем. Однако он также отмечает, что в последнее время среди знакомых возникает много желающих покинуть Россию навсегда. Есть настроение, конечно, мне кажется, в России такое достаточно грустное или бесперспективняк. Истории Антона, Натальи, их друзей и знакомых, по сути, неутешительнее статистики, так как позволяют отчетливо увидеть портрет мигранта образца 2016 года. Это молодые люди с высшим образованием, работающие, часто семейные, с амбициями и планами на будущее. И это будущее они сегодня не связывают со страной, где родились и выросли. Те люди, которые имеют загранпаспорта и которые поездили хотя бы в Турцию и Египет, и которые так или иначе имеют опыт столкновения хотя бы с вот такой, ну, не знаю, обслуживающей реальностью all-inclusive, да, на уровне Турции или чего-то еще, понятно, что любой опыт сравнения, он в этом отношении позитивен, да, и он повышает степень готовности к тому, чтобы так или иначе прикидывать на себя другие режимы существования. Какими бы разными ни были мотивы этих молодых людей, о массовой эмиграции можно говорить как о факте. А когда страну начинают покидать граждане, которых принято называть средним классом, налицо самая настоящая утечка мозгов. Ольга Яковлева, «Настоящее время», Саратов. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.